На окнах рейсовых автобусов объявление: вход без маски запрещен. Правда, не все пассажиры следуют этому требованию. Проверить, насколько сосногорцы уважают друг друга, призваны рейдовые мероприятия, проводимые сотрудниками Управления по делам ГО и ЧС. К слову, масочный режим, введенный в нашем регионе в прошлом году, до сих пор не отменен. Волна коронавируса у нас продолжается, уже пошла третья волна. Все на телевидении смотрим, читаем, что идет рост заболевших. Поэтому в общественных местах, в транспорте одеваем маски, уважаем себя, уважаем других. Пассажиры воспринимают проверку по-разному. Кто-то возмущается, а кто-то просто достает маску. У многих она с собой, а некоторые, не дожидаясь посадки в автобус, маску надели. Как, например, пенсионер Степан Артеев. О третьей волне коронавируса он слышал. Сетует на то, что привиться не успел. Болел, но в ближайшее время обязательно сделает прививку. Тем более, что уже записался на спутник ВИ. К масочному режиму сосногорец подходит ответственно. Я стараюсь, чтобы вреда не причинить себе, во-первых, и другим жителям нашего города и нашего села. Но вообще остерегаюсь этого вируса. Стараюсь в маске ходить. Пока рейды носят профилактический характер. Но в любой момент нарушитель масочного режима в общественном транспорте может нарваться на штраф по нескольким статьям. Одна из них – 6.3 КоАП РФ – нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Нарушение законодательства влечет предупреждение или наложение административного штрафа от 100 до 500 рублей. Деньги, конечно, небольшие, но не стоит забывать еще и об этической стороне. А именно, если молодежь в большинстве случаев справляется с вирусом, то пенсионерам заражение грозит непредсказуемыми последствиями. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В сосногорских библиотеках имени Якова Рочева, а также детской и юношеской, прошли встречи с коми-писателем, прозаиком и драматургом Алексеем Поповым. Большую часть его библиографии составляют детские произведения. В апреле Алексей Вячеславович отметил юбилей творческой деятельности. Я решил такую акцию сделать, 50-летию своей творческой деятельности, 50 встреч с читателями. Что-то не получилось, там все же надо было, чуть-чуть не дотянул. Вот. Все это видел как заинтересованность читателей, людей, и решил к столетию республикоме сделать 100 встреч с читателями нашей республики. В рамках акции писатель уже посетил Ударский район. На встречу в библиотеку имени Якова Рочева пришли его поклонники и дети из летнего оздоровительного лагеря. Библиотекари Елена Пименова и Наталья Свизинская часто используют в работе детский журнал «Бикинь». Главным редактором издания Алексей Попов является с 2003 года. Знакомы мы с ним, конечно, были визуально, заочно. А сейчас мы вот пришли познакомиться с ним лично. И хочется больше узнать о его творчестве, как о писателе, как о поэте. Но он сам по себе очень интересный человек. Он очень красиво природу описывает. Он очень красиво умеет показать, сказать вот это все. На встрече Алексей Вячеславович рассказывал истории из жизни, зачитывал фрагменты своих произведений и отвечал на вопросы собравшихся. Писатель, заслуженный работник культуры России, имеет множество государственных и республиканских наград. Его работы переведены более чем на 5 языков народов России и 5 иностранных. Спектакли по пьесам Алексея Попова ставят не только в нашей стране, но также в Болгарии и Франции. Однако, несмотря на такое признание, звездной болезнью писатель не страдает. Если меня спросят, умею я писать, я скажу, что нет. Я все учусь. Писатель также запланировал встречи в Усть-Ухте, Пожне, Поляне, Керках, Малой Пере и Ирайоле. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Родился я в очень большом промышленном городе Челябинске. Там же, естественно, закончил школу. Потом пытался поступать в медицинский институт сразу после школы. Абсолютно, так сказать, получилось курьезный случай. Не попал. Пришлось поработать на оборонных предприятиях своего родного города, послужить в армии 2 года. Но после армии уже поступил
по новой в медицинский институт. А в школе учился довольно хорошо, тогда еще система была ведь такая, не так, как сейчас, там был средний балл просто аттестата. Ну вот средний балл аттестата у меня 4,5 был. И мне для института надо было набрать всего лишь там 12 баллов. Тогда тоже для мальчиков и для девочек был отдельный конкурс. Ну вот я их набрал, а потом на единицу умудрился написать сочинение, которое роли не играло уже никакой. Вот потому и не поступил в институт первый раз. Ну, это все в прошлом, так сказать. Родители у меня, будем так говорить, дети войны. Они в 1941 году, сразу 23 июня, были эвакуированы из Брянской области. Они учились там, ну, тогда это называлось железнодорожное училище, ну, типа профтехучилище, как сейчас. Не спрашивая ни родителей, никого, их загрузили в вагоны и перевезли вот в Челябинск. С 1941 года они всю войну работали на тракторном заводе. У меня было 2 сестры еще старших, и они почему-то меня не представляли никем, кроме как врачом. Говорили, вот у тебя и характер такой, и ты добрый там, и ко всем так относишься, вот не пойдешь же ты там на инженера учиться, давай учиться на врача. И почему-то как-то это уже доминанта сидела у меня в классе в 6-7. Даже учителя в школе, уже учитель биологии, допустим, занимался абсолютно бесплатно со мной, чтобы, ну, как, подготовить меня к медицинскому именно вузу. Спасибо огромное ему, конечно. Ну, вот так и получилось. Ну, а потом Челябинский, тогда это институт еще был, медицинский институт закончил. У нас там подготовка была немножко не так, как сейчас. Весь 6-й курс мы уже занимались чисто хирургией. Очень трудно было попасть в хирургию. Это факультет был 450 человек, на хирургию брали только 40. Получили диплом. И совершенно случайно я попал в коми. Даже не случайно, а просто сам настоял на этом, потому что при распределении мне вдруг сказали, что ты поедешь работать главным врачом какой-то участковой больницы. Я говорю, а для чего меня готовили хирургом-то тогда, если я буду административной работой заниматься? Ну и тут случайно оказалось, что там несколько отказников оказалось, кто в коме не хотел ехать. И я с радостью взял это место. Честно говоря, я тогда готов был хоть куда ехать, лишь бы работать по профессии именно хирурга. Ну и вот очутился в Сыктывкаре, где я прошел интернатуру на врача-хирурга-травматолога. Огромное спасибо всем своим врачам. Это была интернатура, которая действительно сделала из меня врача. Это, опять еще говорю, не так, как сейчас, по 8 лет учатся, потом ничего не умеют. Там из нас действительно делали врачей. Так и говорили, ты приедешь в район, ты будешь там, возможно, один. Тебе надо будет делать все. То есть и травму, и хирургию, и так далее, и так далее. Я приехал сюда практически подготовленным хирургом. И с первых дней буквально мне доверили делать уже самостоятельные операции. Ну вот, начал я свою карьеру хирургом-травматологом. И стационары, и поликлиники. Но потом получилось такое дело, что мы тогда как-то немножко по-другому были воспитаны. У нас интересы страны были выше собственных. В больнице не было врача-анестезиолога, без которого вся хирургическая служба могла встать просто. Ну и главный врач вызвал меня и говорит, ну давай вот я тебе хотя бы на несколько лет проучись, продержаться, чтобы нам не закрывать же больницу. Ну, я поехал, прошел полугодичные курсы по анестезиологии и реаниматологии. Пришлось уже работать вот в этой ипостаси анестезиолога-реаниматолога. С помощью администрации больницы, администрации района, ну, не очень скоро, но где-то в течение нескольких лет мы смогли создать отдельную реанимацию, целое отделение. Сначала просто с сестринским постом, потом с врачами, потом набрали штат и в конце концов открыли полноценную реанимацию на 6 коек с круглосуточным врачебным постом, который я и заведовал десятки лет, до 60 лет. Ну, потом просто в силу возраста уже трудно было дежурить ночами, это суточное дежурство постоянно, иногда на вторые сутки приходилось оставаться. Просто из-за этого, слава богу, смена была,
молодые талантливые ребята, которые были уже набраны. Я добровольно отказался от заведования, и главный врач мне предложила вот эту должность эндоскописта, которой я занимался, честно говоря, с 1985 года, но совмещал просто эту профессию. А вот последний 6-й год уже я только этим занимаюсь. Честно говоря, сами понимаете, из миллионного города приехать такой маленький, впечатлений особых не было, так скажу. Но знаете, почему меня задержало здесь? И первая мысль была, что все, я отработаю свои 3 года, как положено по направлению, и, конечно, вернусь в свой родной город Челябинск. Но получилось как? Во-первых, меня очень хорошо приняли. Мне одному, без семьи, буквально менее чем через год дали отдельную квартиру, потому что город ужасно развивался. Вот это мне очень понравилось. Он прямо рос на глазах вот так. Каждый год сдавалось по несколько жилых домов. Вот весь 6-й микрорайон достроился при мне, все 9-этажки при мне, 3-я школа при мне и много-много чего. Все это строилось при мне. Очень развивался город сильно. И вот эта перспектива меня как-то убедила в том, что все-таки здесь надо оставаться. Ну, это было явно видно, что растет. И город растет, и население растет. Ну, в общем, вот это мне понравилось больше всего. Ну, естественно, когда начал больше узнавать и весь город, и жителей, оказалось, что, конечно, здесь по-другому люди живут. Город маленький, все мы как-то плотно все знали друг друга. Но про врачей я не говорю. И учителя, и администрация города, и, там сказать, органы милиции, все как-то очень хорошо контактировали. Играли в футбол на первенстве района, устраивали концерты всяческие, очень была развита художественная самодеятельность, я активно в ней участвовал тоже. Ну, и вот так вот прижился. Ну, а потом, когда уже женился, то уже жена у меня ухтинка, полностью образовалась уже семья, круг общения. И, в принципе, я даже уже не думал потом уезжать. Я неоднократно был депутатом Совета, еще и, так сказать, будем говорить, при коммунистическом режиме, так скажем, и при новом режиме. Это ужасно интересно. Это, во-первых, общение с руководящим составом города. Ты в курсе вот всех дел, которые творятся, которые планируются ввести в этом городе. Ну, естественно, как депутат ты влияешь на развитие своей отрасли. То есть, вот еще раз говорю, если бы, допустим, не покойный мэр Стромцов, может быть, мы и не построили даже реанимацию, но он тоже проникся духом таким, что это надо для нашего города обязательно. Помощь была огромная. Помогало вот то, что я депутат, и спокойно мог прийти к любому руководителю и попросить вот это, объяснить вот это. Это было очень интересно. Первое, и чувствовал, что ты сам вклад какой-то вносишь в развитие своей больницы и конкретно города. Ковидные больные, естественно, были, вот и хирургию закрывали на карантин. Все врачи переболели, слава богу, в легкой степени. Я, наверное, перенес просто на ногах эту инфекцию, потому что тесты я сдавал уже, которые они показывают, что я перенес ковид. Но, значит, тоже в легкой форме. То есть в больнице не лежал, на больничный не выходил. Ну, естественно, это накладывает свои отпечатки, остерегаешься всех больных, пытаешься просматривать всю документацию, есть было, не было. Больных много уже сейчас проходит, которые перенесли ковид. И полгода, и год назад, и несколько месяцев. Ну, а так что, работа как работа, так она шла, слава богу, не сорвалась. Я огромное спасибо хочу сказать всем своим сыктывкарским учителям. К сожалению, их практически сейчас никого в живых не осталось уже. Это все и заведующие хирургическим отделением, и заведующие анестезиологией. Я и фамилии их могу назвать, конечно. Они мне очень сильно помогли. Вот как такового наставничества здесь не было. Мы, говорю, приехали готовыми врачами. Вот тот заведующий, который был заведующий хирургией, я у которого начинал работать, он сказал: Виктор Васильевич, вот я тебя посмотрел там на паре операций, все, ради бога, я тебя страхую полностью,
делай операции, как ты умеешь, у тебя получается, все. Ну, естественно, он следил за мной, ну, помогал во всем, советует. И немножко по-другому было. На каждую операцию это собирались круг хирургов, анестезиологов, мы обсуждали больного, какие могут быть осложнения, какие могут быть, ну, так сказать, неожиданные случаи во время операции. Это всегда обсуждалось обязательно. Вот в этом и заключалось наставничество. Это был коллективный труд. Про себя что скажу я? В силу своих сил и сейчас помогаю молодым хирургам и травматологам, если они хотят, конечно, не навязывая никаким своих мнений, а просто, если они спрашивают, а они часто спрашивают, просто уважая мой стаж работы. Поэтому мы тоже обсуждаем этих больных, я им иногда даю советы, может быть, правильные, может быть, нет, но они их учитывают, если надо. Вот такое чувство наставничества, оно и должно быть обязательно. Вот сейчас, допустим, на этой последней профессии эндоскописта, новый доктор, вот сейчас скоро у нас закончит специализацию, тоже постоянно ходил ко мне в кабинет, естественно, показывал я ему работу, и как руками работать, и как головой работать, и как аппаратами работать. Так что возраст мой довольно уже приличный. Я долго, может быть, здесь и не проработаю, не здесь, а вообще не проработаю. А придут наставники, если, которые смогут заменить меня, я буду очень рад и счастлив. Раньше это был спорт, я уже сказал, довольно серьезно. Я в институте занимался спортом. Вот здесь, когда приехал, где-то года 2-3, участвовал в первенстве района по футболу, играл. Так, не подставным, а там разрешено было брать, допустим, в команду милиции, в команду пожарников, там одного-двух, ну, не своих работников. Вот я за них играл. Ну, потом позже, ну что, полюбил лес. Он, конечно, совсем немножко другой здесь, северный лес, чем у нас там на Южном Урале. Но сейчас полюбил. Жена тоже оказалась любительницей леса. Каждый сезон мы собираем ягоды, грибы. Ну, естественно, есть дача, на которой тоже пытаемся что-то вырастить. Но не ради того, чтобы вырастить, просто ради отдыха в основном. Ну, рыбалкой, охотой не увлекаюсь всерьез, так несколько раз выезжаю, если ребята приглашают. Но в основном это, пожалуй, всю жизнь у меня было со школы. Книги. Это мой родной город стал. Я смотрю, если действительно какая-то стройка маленькая, сквер какой-то строится, вот парк на моих глазах строили. Это все меня, конечно, ужасно радует. Еще раз говорю, город стал родным. 40 лет – это не маленький срок, вся жизнь практически.